Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы собрались на круглый стол на тему «Роль Николая Константиновича Дмитриева в становлении и развитии тюркской и башкирской филологической науки», посвященную 125-летию со дня рождения нашего выдающегося отечественного лингвиста-тюрколога, доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента Академии наук СССР, академика Академии педагогических наук СССР, заслуженного деятеля Башкирской ССР, Туркменской ССР, Чувашской ССР Николая Константиновича Дмитриева. Соорганизаторами данного памятного мероприятия выступает отдел Урал-Алтайских языков Института языкознания РАН. Возникает вопрос относительно того, тюркской и башкирской филологической науки. На самом деле огромная часть научного наследия Николая Константиновича Дмитриева посвящена башкирской филологии, и поэтому мы это выделили отдельным текстом. Сегодня в работе нашего круга стола, который проходит в офлайн и онлайн режиме, принимают участие ведущие ученые-тюркологи нашей страны. В работе круга стола нашей страны мы рады приветствовать наших дорогих гостей, доктора филологических наук, член-корреспондента Российской академии наук Анну Владимировну Дыбо, доктора филологических наук, профессора Лемара Сергеева Селендели, заведующая кафедрой тюркской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата филологических наук, доцента Николая Николаевича Телицына, аспиранта, переводчика кафедры тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, редактора многотомной собрания тюркских Ксению Александру Верхову. Уважаемые коллеги, предлагаем следующий регламент нашей работы. Докладчикам 10 минут. Итак, переходим к основной части нашего круга стола. И позвольте мне передать слово члену Российского комитета тюркологов при отделении историко-филологических наук Российской академии наук, доктору филологических наук, профессору Юлаю Валерьевичу Писанчину. Юлай Валерьевич, вам слово. Рахмат, спасибо большое. Уважаемые коллеги, значит, прежде всего я вас поздравляю с этим праздником. Сегодня 125 лет со дня рождения Николая Константиновича Дмитриева. Если быть честным, это неофициальный день башкирского языка, это большой праздник. Именно его академическая грамматика башкирского языка на протяжении ровно 75 лет остается классическим образцом подобных исследований. Она не теряет своей актуальности сегодня, она актуальна и сейчас. Наша работа будет строиться следующим образом. У нас есть выступающие, у нас есть доклады. Каждый записанный наш коллега выступит, и это будет первая часть. А вторая часть – это презентация вот этой монографии «Тюркские языки и литературы в исторической перспективе». Это совместная работа всех тюркологов Советского Союза, но бывшего Советского Союза, России, всем из Советского Союза, поэтому я повторяю, остаюсь все-таки гражданином этой великой страны. Вот. Но эта книга состоялась благодаря коллективу кафедры тюркской филологии Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова. Ну что ж, давайте мы, с вашего позволения, начнем работать. И первым мы предоставляем слово профессору, доктору филологических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному редактору журнала «Урал-Алтайские исследования», заведующий отделом Урал-Алтайских языков Института языкознания РАН. Институт языкознания РАН, как говорил наш великий учитель и земляк Эдгем Ильич Тенишев, это храм языков. Отдел Урал-Алтайских языков является ведущим отделом, ведет самые актуальные исследования по всем направлениям тюркского языкознания. Ну что ж, давайте мы ждем Анну Владимировну. Здравствуйте. Я хотела бы поприветствовать участников круглого стола. Это очень важный праздник в истории тюркологии в России. Юбилей Николая Константиновича Дмитриева, который фактически является основателем современного состояния российской тюркологии. Вот. Я бы хотела немного рассказать о том, как ведутся исследования по сравнительной исторической грамматике
тюркских языков в Институте языкознания и смежных организациях, выполняя заветы Николая Константиновича. Значит, одно из судьбоносных высказываний Николая Константиновича было следующее, о котором мы всегда помним. Значит, в своей работе о карамаликском языке Дмитриев писал: это работа о значении староосманских памятников для исторической диалектологии турецкого языка. Направление всех наших изысканий должно идти снизу вверх, то есть от данных современности к прошлому, данные которого мы должны получить путем реконструкции. Идти от большого и известного материала к скудному и малоизвестному, а не обратно. Это настолько обычный методологический путь, что говорить о нем было бы, пожалуй, излишнее, если бы среди представителей современной туркологии, науки молодой, не имелось лиц, которые, по крайней мере, в устной беседе не держались бы обратного мнения. Дальше автор ссылается на очерк истории русского языка Дурново, в котором также указывается на определяющую важность синхронной диалектологии для восстановления истории языка. Ну и надо сказать, что этот методологический прием, это методологическое замечание Николая Константиновича не утратило своей актуальности до сих пор для сравнительной исторической тюркологии. Значит, в работе нашего отдела над сравнительной исторической грамматикой тюркских языков таким моментом, который определил дальнейшее развитие работ, было появление тома сравнительной исторической грамматики тюркских языков региональной реконструкции. Я могу поделиться экраном? Сейчас я-то... Сейчас попробую показать презентацию, может быть. Да. Значит, в 2002 году мы издали этот том, и тогда Эдхем Рахимович Тенишев написал, что первоочередные задачи, стоящие перед российской историко-лингвистической тюркологией, это уточненная реконструкция тюркского языка основы, периодизация тюркского языка, разработка исторических грамматик современных тюркских языков. Причем внимание уделялось реконструкции на основе диалектных материалов локальных протоязыков. Реконструкция общей тюркской проязыковой лексики реального историко-культурного характера и историческое теоретическое описание литературных нижнеписьменных языков тюрков. Ну и нам удалось с тех пор заняться в упор именно исторической диалектологией тюркских языков путем проведения полевых исследований на вновь составленных опросниках, ориентированных именно на историю тюркских языков.
То есть мы шли от того, что уже известно по истории тюркских языков, и пытались собирать данные по диалектам именно такие, которые помогли бы нам понять, какие общетюркские явления, каким образом отражаются в ныне существующих диалектах. Ну вот, я демонстрировала как-то вот такой результат полевого сезона 2009 с Чувашским институтом гуманитарных наук, который показал, что малокараченский говор, по-видимому, не является, как раньше считалось, результатом интерференции горно-марийского языка с чувашскими диалектами, а наоборот, может быть, что определенные явления фонетики горно-марийского языка обусловлены чувашским влиянием. В общем, результат исследования малокараченского говора показал, что там отражаются многие не отразившиеся в южном диалекте фонетические явления в нижнем, вот, ну и в верховом, собственно, и чрезвычайная архаичность в некоторых отношениях этого диалекта. Исследования диалектов Z-группы продемонстрировали сильно отличающуюся картину расчленения диалектов этих, а именно они показали, что среднечулымский диалект на самом деле является конвергентной единицей, а говоры тутальский и милецкий его имеют разное происхождение вот на уровне этой языковой группы, поскольку милецкий демонстрирует явное схождение с кызыльским диалектом хакасского, и похоже, что сейчас эти исследования, вот этот результат подтверждается исследованиями Томской лаборатории медицинской генетики, которые исследовали генетические коды чулымцев, причем им-то не важно, носители языка перед ними или уже люди, потерявшие язык. И у них получается действительно, что вот носители милецкого диалекта чрезвычайно близки к хакасам, в отличие от носителей тутальского. Вот. Вот карта Z-языков, которая получается на основании обобщенных исследований. Вот фонетические соответствия между различными хакасскими диалектами, полученные у нас. Вот. И ареальные влияния. Вот мы видим, что на территории Хакасии действуют изоглосы, которые сводят вместе различные явления диалектов, живущих на территории. Вот. Значит, отдельный вопрос – это тонкие правила, по которым проходила национализация начального йод в тюркских диалектах Южной Сибири. Вот. Мы видим, что изоглосы, проходящие по этим диалектам, имеют скорее ареальный, чем генетический характер, потому что новые правила идут сквозь генетические границы. Вот картина, на которой дерево перекрыто ареальным процессом. Вот. В языках Южной Сибири. Вот. Значит, процессы палатального ряда вообще довольно хороший маркер
древесного и недревесного развития в диалектах, потому что там много процессов, которые шли друг за другом, и они позволяют установить относительную хронологию изменений. Вот. Ну, вот еще один процесс, который хорошо делит южносибирские языки. Развитие звонких неначальных согласных. Вот. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Ну, в общем, мы видим, что развитие исследований по сравнительной исторической грамматике, в общем, подтверждают максимум Николая Константиновича, высказанную уже почти 100 лет назад. Спасибо. Спасибо, Анна Владимировна, было интересно. Вот, я думаю, даже нужно опубликовать ваше выступление в виде статьи, может быть, даже в Башкортостане. Очень интересно, тем более много интересных моментов, они нам нужны. Ну что ж, мы сейчас дальше продолжаем нашу работу, и мы предоставляем слово кандидату филологических наук, доценту, заведующему кафедрой тюркской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Николаевичу Телицыну. Да, добрый день. Слышно? Вы нас слышите, Николай Николаевич? Да, слышу. А вы меня слышите? Мы вас слышим, но вас пока не видим. Должен быть. А вот уже видим вас, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Да, я хотел бы отправить вопрос Николая Константиновича в Санкт-Петербургском или Ленинградском государственном университете. Вот, потому что, когда говорим о Николае Константиновиче, сразу возникает у нас история, когда вот 44-е годы, 48-й год вот происходит создание факультета, создание кафедры филологии. Вот, но это вот наиболее яркая история. Но есть моменты, которые не всегда известны были, да, и вот если затрагивать первые этапы работы Николая Константиновича в Ленинграде тогда еще, да, то мы можем обратиться к 1926 году, когда коллеги, шум какой-то. Алло. Сильное эхо. Где-то надо выключить микрофон. Да, наверное, микрофон выключить надо внутри, да. Вот. Ага. Алло. Слышите, коллеги? Да. Хорошо. Значит, вот первые этапы его педагогической деятельности начались еще в далекие 20-е годы в Ленинграде, когда в университете происходила перестройка, и многие восточные направления, скажем так, либо исчезли в университете, либо были переформатированы. Тогда, значит, в Ленинградском университете происходили перестройки на уровне факультетов. Был в начале, в 25 году создан факультет общественных наук, и позднее был, в 26 году он реорганизован в так называемый ЯМФАК знаменитый. Это факультет языкознания и материальной культуры. Так вот, Николай Константинович начал преподавать на ЯМФАКе на этом в 1926 году в должности старшего ассистента. Дальше интересно было то, что с 25 года он продолжал педагогическую деятельность и работал не только в нашем Ленинградском университете, но и в стенах тогда созданного только Ленинградского Восточного института. С 25 года он был там доцентом, с 29 года работал профессором, а в 30-37 годы возглавлял кафедру
турецкого языка в этом институте. То есть это параллельно с работой в Ленинградском государственном университете. Вот в 29 году он был переведен с должности старшего ассистента на должность доцента на нашем уважаемом Ямфаке. Да, и с тех пор работал, преподавал многие дисциплины. Вот одни из них, это я сейчас перечислю просто, да, вот, и мы с вами посмотрим, что же преподавалось Николаем Константиновичем студентам. Итак, введение в историю турецкого языка, введение в тюркологию, введение в сравнительную грамматику тюркских языков, курсы азербайджанского, балкарского, кумыкского, турецкого, крымско-татарского языков, общий курс турецкого языка, общий курс туркменского языка, сопоставительная грамматика русского и турецкого языка для аспирантов. И специальные курсы по азербайджанскому, балкарскому, турецкому языку. В том числе он вел интересные лекции, которые были в тот период практически, которые читались в тот период практически только им. Это турецкая диалектология и турецкая палеография. Вот эти курсы были им разработаны, и он читал. Кроме того, в дальнейшем им были разработаны многие курсы, но вот знаменитый курс фольклор тюркских народов, да, то есть вот это вещь, которую он специально разрабатывал, когда был уже воссоздан Восточный факультет, это было уже после 1944 года. В 1933-1936 годах он заведовал секцией тюркских языков и преподавал, соответственно, тюркские языки, вот многоперечисленные, в известном вот этом Ленинградском научно-исследовательском институте языкознания. В дальнейшем, в 1944-1948 годах, когда по результатам, можно сказать, что по результатам прошедшей в 1943 году Тегеранской конференции правительством тогда Советского Союза было принято решение о возобновлении фундаментального изучения Востока и восточных языков, культуры Востока, был коллеги, что-то прервалось все. Мы друг друга видим, а не видно пока зала в Уфе. Да, наверное, зал в Уфе вылетел из интернета. Я сегодня 3-й раз уже вхожу. Добрый день, коллеги, рад всех видеть. Добрый. Ага, взаимно, да. Привет. Наверное, там они возобновят. Да, вот возобновились. Да, вот подключились, ага. Коллеги, из Уфы нас слышите? Уфа, вам слышно нас? Да, вас слышим, Анна Владимировна, мы вас слышим. Да, еще раз здрасте, просто произошел какой-то срыв интернета. Николай Николаевич, слышим вас. Давайте продолжать, пожалуйста. Да, а вот на чем я закончил, и вот просто я продолжал, и вроде бы... 44-й год был. Ага, значит, в 1944 году было принято решение о воссоздании Восточного факультета, поскольку Восточный факультет впервые был создан в 1854 году. И в эти годы, соответственно, были уже сформированы кафедры, которые до сих пор у нас продолжают работать, в том числе и кафедра тюркской филологии, которые вот работают у нас по настоящее время. И что интересно, вот те идеи, которые были заложены Николаем Константиновичем при формировании вот уже кафедры, скажем так, военные и поствоенные периоды, были унаследованы и продолжаются до сих пор. Мы до сих пор, ведем многие лекции
ну, не скажем так, по материалам, которые оставил Николай Константинович, а в русле вот того академического подхода к изучению, в том числе, языков и культур, поскольку в те годы была выдвинута идея преподавания языка как инструмента для познания истории, культуры, этнографии, да, и вот, соответственно, с тех пор ученики Николая Константиновича, вот один из известнейших тюркологов Андрей Николаевич Кононов, да, он и нас также вот заставлял в свое время, значит, брать язык как инструмент для познания, скажем так, тюркского мира. Вот, поэтому мы в стенах кафедры продолжаем те же идеи, и Николай Константинович потом переехал, соответственно, в Москву, и была уже создана параллельная кафедра в Московском государственном университете. Вот. И если говорить о педагогической деятельности, то можно перечислять много учеников, которые, скажем так, получили заряд энергии на научную деятельность от Николая Константиновича. Ну вот некоторые фамилии скажем так, известны очень сильно. Это Гаджиева Нина Эльзиналовна, Кононов Андрей Николаевич, Севартьян Эрван Владимирович, Юлдашев Ахнеф Ахметович. То есть вот эти имена, которые вошли в историю тюркологии, ну, скажем так, благодаря тому, что у них был учитель такой, как Николай Константинович, поскольку по воспоминаниям того же Андрея Николаевича, значит, такой академической, скажем в кавычках, академической бодрости редко где Андрей Николаевич замечал. Поэтому пытаемся мы и на нашей кафедре продолжать идеи, которые были вложены при создании кафедры, и, соответственно, продолжаем то, что было, ну, скажем так, ну, не столько начато, а продолжено Николаем Константиновичем в стенах нашего Ленинградского и Санкт-Петербургского государственного университета. Все, коллеги, спасибо. Очень интересно. Спасибо. Ну что ж, уважаемые коллеги, на правах модератора я предоставляю слово самому себе. Значит, я расскажу о работах Николая Николаевича Дмитриева. Николай Константинович Дмитриева. Тема такая: Николай Константинович Дмитриев и Башкортостан. Ну что ж, уважаемые коллеги, нынешний год, как мы все знаем, это год педагога и наставника, и поэтому я свое выступление хочу начать с перечисления учеников Николая Константиновича Дмитриева, которые стали кандидатами наук, а 4 из них стали в перспективе уже докторами филологических наук. Это Харисов Ахнаф Ибрагимович, категория глагольных видов в башкирском языке, 42 год. Ахмеров Касим Закирович, современный башкирский язык, часть первая, слово части речи, 46 год. Это, в принципе, не диссертация, а книга, учебник, который по предложению Николая Константиновича Дмитриева был представлен к защите. Кийбай Жальгиниатович, 48 год, орфоэпия башкирского литературного языка. Чанышев Амир Идрисович, категория прилагательного в башкирском языке. А затем Амир Идрисович преподавал уже литературу в Башкирском государственном университете имени 40-летия октября. Баишев Таир Галямович, башкирские диалекты и их отношение к литературному языку, 49 год. Саид Баталов Галей Галиевич, виды придаточных предложений в башкирском языке. Гарипов Талмас Магасумович, именное словообразование в башкирском литературном языке, 55 год. Саиргалеев Бары Саиргалеевич, служебные слова в башкирском языке, 55 год. Ишбулатов Нагим Хажигалиевич, говор, деревня Казмашева, Авделинского района, Башкирская ССР, 55 год. Юсупов Харас Галиакберович, Осинский, говор, башкирского языка, 55 год. И работа, кандидатская диссертация Юлдашева Ахнафа Ахметовича, говор Тептярев Учалинского района. Работа очень интересная. Значит, Ахметович начинал как диалектолог, а потом уже стал очень хорошим грамматистом. Николай Дмитриевич начал изучать башкирский язык еще в студенческие годы и неоднократно посещал нашу республику. В 28-29 годах руководил лингвистико-фольклорным научным отрядом башкирской комплексной экспедиции Академии наук СССР, который собрал богатейший материал по башкирскому фольклору, этнографии, диалектам и говорам.
январе 1936 года Николай Константинович выступил с лекциями о теории и практике перевода в Башкирском научно-исследовательском институте. Это сейчас Институт истории языка и литературы УФИСРАН. А в декабре того же года прочитал 6 лекций в Уфе по актуальным вопросам башкирской лингвистики. Вот что можно об этом сказать. Стенограмма этих лекций, 2 лекций больших, хранится в архиве УФИСРАН. Вот буквально недели 2 назад я как раз ознакомился с этими лекциями. Эти лекции, в общем, кладезь для тех, кто хочет заняться наследием Дмитрия и даже представить, реконструировать те события, которые имели тогда место. Молодая Башкирская республика нуждалась в кадрах, но для того, чтобы были кадры, нужно было с ними очень хорошо и активно работать. В этом плане Николай Константинович провел несколько лекций. И вот первая лекция у него 1936 года. Как истинный русский интеллигент, он начинает с такой преамбулы. Я должен сначала извиниться по тому поводу, что буду вести лекции на русском языке. До сих пор не мог дойти до того, чтобы выступать на башкирском. Вот он пишет. Наша беседа пойдет в основном о проблемах научной грамматики в тюркско-татарских языках. Вот тут тюркско-татарские языки. Вот я начал думать, что за тюркско-татарские языки и как их интерпретировать. Я думаю, что это тюркско-татарские языки, это, скорее всего, тюркские языки Кыпчакской группы, даже Кыпчакско-Булгарской группы. Эта тема вначале была предложена в нескольких иных формулировках, но затем решили остановиться на ней. Под этим заглавием я понимаю ряд проблем научной грамматики языка тюркской системы, причем в основном в центре внимания должен находиться башкирский язык. Значит, 2 лекции. Первая лекция, вот как раз я ссылаюсь на первую лекцию. Первая лекция, значит, она посвящена методам изучения грамматики языка. Что интересно, значит, Николай Константинович берет за основу для сравнения такую работу, как Мансуров Ахтям Ахметович, грамматика, часть 1, морфология, учебник для средних школ Уфа, 1933 год, переиздание 1934. И от этого, значит, и вторая работа, это Батманов Игорь Алексеевич, академик Кыргызстана, части речи в кыргызском языке, материалы к стандартной схеме морфологии киргизского языка, Фрунзе, 36 год, 48 страниц. Вот, значит, как создавать грамматику отдельно взятого тюркского языка. Значит, он идет от простого к сложному. Простой – это учебник, школьный учебник Мансурова Ахтяма Ахметовича. Он, значит, анализирует этот учебник как с положительной, так и с неположительной стороны, скажем, достижения этого учебника, есть и недостатки. Вот. И, значит, как перейти. То есть основа вроде как заложена. Вот сейчас эту основу нужно доводить до уровня академической грамматики. В этом плане он ссылается на Батманова Игоря Алексеевича, части речи в киргизском языке. То есть уже Батманов тогда приготовил некую основу для написания академической грамматики киргизского языка. И есть определенная стандартная схема этого языка. И вот, значит, он подводит хотя бы условно к этому и решает, каким должен быть грамматический труд, каким должен быть труд грамматика башкирского языка. Вот. Это, значит, работа такого плана. Она тогда еще, в это время он еще работал над академической грамматикой башкирского языка, и где-то ближе к началу войны он завершил работу над академической грамматикой и сдал издательство. Но так получилось, что во время войны эта рукопись была утеряна, но Николай Константинович, человек талантлив, восстановил по черновикам, восстановил тем, что тот материал, что был у него в памяти, и мы знаем, что есть такая грамматика, как грамматика башкирского языка. Но основной вопрос ведь состоял в терминологии башкирского языка, терминология грамматическая. Со временем он будет решать и эту проблему. Вот вторая лекция, она посвящена изучению синтаксиса башкирского языка и лексики башкирского языка. И вот здесь он что говорит? Он говорит, что нужно прежде всего изучить работу Пешковского «Русский синтаксис в историческом освещении». Это книга всех времен и народов, труд, которому нет равных в мире по синтаксису русского языка. Действительно, Пешковский написал не просто историю синтаксиса русского языка, но еще и представил теорию. И вот на этой основе, хотя бы взять даже отдельную терминологию, можно прекрасно изучить на первый раз, скажем, на первом этапе описать синтаксис башкирского языка.
Далее, значит, основная проблема такая. Есть учебник родного языка. Им нужна грамматика. Ну, это грамматическая терминология. Ну, напомню, что Николай Константинович Дмитриев был академиком Академии педагогической наук РСФСР. Вот. И учебники родного языка, они нуждались в нормальной, скажем так, понятливой такой грамматической терминологии. Вот три языка: татарский язык, башкирский и чувашский. Три языка, разные языки, разные истории развития, разные внутренние факторы развития, внешние факторы развития. И вот здесь Николай Константинович в этой работе, в разделе «Башкирская часть», он как раз начинает с истории башкирского языка, с формирования терминологии башкирской. Это прежде всего было арабское влияние старотюркского языка, тюрки. Вот. И он пишет, что башкирского языка как такового, скажем так, башкирский язык был устно, а письменного не было, и поэтому грамматики, как говорится, тогда и не было, и поэтому мы искали, как быть. Где-то обращались к терминам арабского происхождения, где-то уже постепенно переходили на термины русского происхождения, тут заимствовали. И вот благодаря тому, что появился перевод грамматики башкирского языка на башкирский язык, с русского на башкирский, перевод Ахнаф Ибраевич Харисов, появилась возможность унифицировать грамматическую терминологию башкирского языка. То есть грамматическая терминология башкирского языка начала новую жизнь, она прежде всего начала новую жизнь и в школьных учебниках, а потом уже учебник для педучителей и так далее, и так далее. То есть точка отсчета — это 50-й год. Вот так как раз описывают учебники, анализируют учебники того же, скажем, Мансурова, учебник для педагогического училища и так далее, и так далее. И вот точка отчета — это 50-й год. Вот. Грамматика башкирского языка. 75 лет этой грамматики. Грамматика действительно очень интересная, но она отличается новаторским подходом. В ней впервые были поставлены разрешены вопросы, имеющие общее тюркологическое значение. Первое — учение о грамматическом развитии слова. Второе — критерии выделения морфологически неоформленных частей речи. Третье — вопрос об указательных местоимениях. Четвертое — классификация различных типов сочетаний, словосочетаний. Шестое — проблема передачи предложения. И вот здесь вот шестая проблема передачи предложения. И Гали Сейд Баталов, его ученик, защищает диссертацию кандидатскую по передаче предложениям башкирского языка. Вот. Значит, материал в этой грамматике собран с помощью сравнительного исторического метода исследования. Вот. Ну, что можно сказать? Вот есть такой труд. Не просто сборник статей к Библии, а академический сборник статей. Оказывается, в этой библиотеке нашей национальной даже нет этой книги. Это 2001 год. Вышло в 2001 году, а подготовили к столетию Николая Константиновича Дмитриева. Есть статья Эльвиры Александровны Груниной. Эльвира Александровна Грунина за долгие годы заведовала кафедрой филологии в Институте стран Азии и Африки. Она единственный в мире специалист по диалектам турецкого языка. Даже в Турции таких специалистов нет. Бывало, что турецкий ученый у нее консультируется по диалектам и говорам турецкого языка. И вот она дает такую оценку этой работе. Дмитриев в истории отечественной тюркологии ввел современную тюркологическую лингвистику в русло общего языкознания своего времени, опираясь на идеи прежде всего Московской и Казанской лингвистической школ и осуществляя это на базе тюркской языковой семьи в целом. Вместе с тем в его работах прослеживается и филологическое направление развития изучения языковых фактов, характерных для востоковедов прошлого века. Вот вы видите, это значит не просто описание языка, тут три составляющих. Лингвистическое наследие Дмитриева – это строгая грамматическая теория, обращенная к внутрисистемному устройству тюркского языкового типа, как бы высвеченная различными приемами анализа, раскрывающими язык многообразия его существования. Мы, конечно, с ней согласны. В 1929 году в результате экспедиционных материалов, изучения экспедиционных материалов появилась статья Николая Константиновича Дмитриева «Варваризмы в башкирском языке». Работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой описание самих варваризмов, вторая часть – это глоссарий башкирских заимствований из русского языка. Работа интересная, я уж не буду конкретно детализировать эту работу, но чем хороша эта работа? Первое. Есть материал для изучения русско-башкирского, башкирско-русского двуязычия в историческом плане. Далее есть материал для
диахроническое изучение башкирского языка. То есть есть такое направление, как диахроническая социолингвистика, историческая социолингвистика. Это тоже имеет место. Далее мы можем изучить синтаксис башкирского языка, потому что варваризмы, они влияют и на синтаксис башкирского языка, на разговорный синтаксис. В общем и целом, что интересно, это материал собран на территории нынешнего Белорецкого района. Это глушь башкирская, если быть откровенным. Только водный путь в определенное время, как бы сплав. Сплав при помощи плотов можно добраться до центра. Есть определенные горные тропы, горная лесная зона. Железная дорога будет построена только через 50 лет. И вот здесь, в башкирской глубинке, и как вот это в башкирской глубинке башкиры воспринимают русский язык. Понимаете? То есть, одно дело ведь еще ввести слово в башкирский язык, и как будет меняться значение этого слова. В общем и целом, вот то, что я хотел сказать про Николая Константиновича Дмитриева. Но я продолжу. Вот был у нас великий поэт тюркского мира Шайхзада Бабич. Я вот хочу вспомнить события 2000 года, ноябрь. Я вот защищаю докторскую диссертацию, и Галина Федоровна Благова, доктор наук, известный специалист, это умнейший человек, большая личность, она делает мне замечание. А где, Юлай, а где у вас примеры из творчества, из поэзии Шайхзады Бабича? И приводит наизусть несколько поэтических строк. Я что делать в таких случаях? Я говорю, в перспективе я буду это иметь в виду. А после у нас состоялся разговор. Я говорю, Галина Федоровна, как так? Вы меня удивили. Как вы знаете, как же так? А говорят, мы ученики Николая Константиновича Дмитриева. И вот Николай Константинович вел спецкурс по творчеству Шайхзады Бабича, и по поэтическому творчеству, и по стилю языковым особенностям. Бабич – это великий поэт тюркского мира, она это так сказала. Вот поняв Бабича, я поняла, говорит, Бабура. Понимаете, вот это великий поэт, это надо его читать еще и между строк. Так что еще вы не до конца изучили Бабича, вам еще предстоит изучить Бабича. Вот. Вот здесь вот сегодня вот я тоже думал и советовал с коллегами, а вот как Николай Константинович узнал про Бабича? Я думаю, что это, наверное, через Закир Шакиров, скорее всего. Закир Шакиров – это ближайший подвижник, коллега, близкий коллега, который его поддерживал во время этих экспедиций, во время выездов в поле, в полевых условиях. Человек, который знал башкирский, татарский язык, знал арабский. Вот здесь вот как раз он указывает. У меня два помощника, близких коллег, которые меня поддержали. Один, значит, Закир Шакирович, другой Билалов. Вот как раз. И он как раз отзывается в автобиографии о них очень высоко. Вот это, скорее всего, через него. Вот мой научный консультант по докторской диссертации Эдгар Ильич Тенишев обучался, значит, на Восточном факультете по направлению тюркской филологии после войны. Тяжелые послевоенные годы. Голод, холод. Но надо учиться. И у нас, говорит, работали великие ученые-востоковеды. Работали в нескольких местах, получали очень хорошую зарплату. Видят, что у студента проходилось пальто. Что они делают? Идут, значит, берет, походит по магазинам, по рынкам, смотрит, сколько стоит примерно патруль для этого студента зимнее. Идет в правком профсоюзной организации и дает деньги. Скажите, что эти деньги не от меня, а от профсоюзной организации, пусть кто-то купит себе пальто. Ладно, это одно дело. Заходят наши великие ученые, востоковеды вести занятия, смотрят, что-то не то со студентами. Нет сил. Видно, что они голодные. И что делают? Он извиняется, Николай Константинович, другие извиняются, идут в столовую. Так, вы через 2 часа можете приготовить такой обед? Деньги есть. Вытаскивают деньги, оплачивают обед на целую группу. А то и на 2 группы. Значит, говорят, побольше мяса, побольше жиров, надо накормить студентов. И опять же идут в профсоюзную организацию и говорят, вот, значит, я заказал обед на столько человек, идите, пожалуйста, вызовите профсоюзного лидера у них, вызовите, значит, сам старосту, скажите, что профсоюзная организация приготовила вам обед. Вот. Ну, они, наши великие ученые востока, на этом не останавливаются, они идут в общежитие. А тогда, значит, не было газового оборудования, не было теплосетей, как говорится, было печное оборудование. Вот. А почему у вас холодно? Так у нас дрова кончится. А нет, лимит исчерпан. Что делать? Значит, покупают целую машину дров,
или несколько подводоров, и говорят, что вот простая организация постаралась и начинают отапливать общежитие. Вот такие были великие наши ученые и Тюрков, и таким же был Николай Константинович Дмитриев. Он тоже участвует в делах. Это не просто большие ученые, это еще и большие личности. Вот, спасибо за внимание. Ну что ж, уважаемые коллеги, я передаю слово представителю Крымского федерального университета. Это специалист по синтезу крымско-татарского языка, доктор филологических наук, профессор Серендели Лимара Сергеевна. Лимара Сергеевна, вы нас слышите? Включилась очень хорошо. Лимара Сергеевна. Пока Лимара Сергеевна готовится, у нас как раз на связи представитель Московской школы компаративистики, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра компаративистики Российского государственного гуманитарного университета, а также главный научный сотрудник Института языкознания РАН Олег Алексеевич Мудрак. Олег Алексеевич, вы нас слышите? Слышу. Олег Алексеевич, здравствуйте. У меня там выключен микрофон, там, наверное, сейчас. Нет, тебя слышно вполне. Слышно, да? Да, слышим и видим даже, видим. Там мигало одно время, что у меня распорядитель отключил микрофон. Хорошо. Я рад, что мы отмечаем такую замечательную дату. И вообще, конечно, вклад Николая Константиновича в тюркологию, особенно в изучении крымчакских языков, он очень велик. Ему удалось в какой-то степени нормировать и определить формальные характеристики, по которым можно было уже в дальнейшем, это башкирский диалект даже в районах пограничья. То есть он сумел понять систему башкирского языка и выделить основные характеристики, основные моменты, которые кардинально отличали башкирскую норму от нормы татарской, уже сложившейся к тому времени. Можно даже говорить, что он в какой-то степени и кодифицировал башкирский язык. Очень интересными его были, конечно, замечания, которые разбросаны в разных местах грамматики башкирского языка по системе несогласных внутри башкирского языка. Фактически он все их формализовал, все описал, в том числе и графические исключения отметил. В новой норме, создаваемой норме башкирского языка, и полные исследования именно морфонологии, фонотактики на стыке корней именительных морфем для крымчакских языков. Это такой первый и очень важный опыт. Очень хотелось бы, конечно, еще отметить такие моменты, которые у него тоже проскальзывали в грамматике
башкирского языка, который в дальнейшем уже получил свое развитие. Он впервые вот обратил, можно сказать, внимание на некий особый статус каритивного суффикса «с» и суффикса обладания «л», и на их связь со системой падежного слова изменения имен. Действительно, эти суффиксы имеют в какой-то степени похожий статус со статусом падежных окончаний, но кое в чем отличается. В дальнейшем эти темы развивались. Вообще, можно сказать, конечно, что все-таки описание кыпчакских языков начинается действительно с изучения описания кыпчакских языков узкой подгруппы, то есть татарского и башкирского, и, собственно, подходы, которые были сформулированы, может быть, не всегда эксплицитно выражены и при составлении академических грамматик уже в национальных республиках, где государственным языком был кыпчакский, то есть при составлении академических грамматик казахского языка и киргизского языка. Так что я рад, конечно, что в Уфе отмечается замечательный юбилей. И действительно, вот столько замечательных находок, которые сделал Николай Константинович при описании башкирской грамматики, башкирского языка, ну, наверное, в свое время не сделал никто из других лингвистов. И можно его с полным посчитать основоположником изучения башкирского языка не только на территории Башкирии, но и вообще в тюркологии. Вот мне хотелось бы это отметить. Угу. Слышите меня? Нет, не слышно, да? Олег Алексеевич, Угу. слышите, да? Да. Олег Алексеевич, вот Да, я, слышите. да, про стенограммы Николая Константиновича Дмитриева, которые хранятся в архиве УФИСРАН, как приедете, конечно, вы тоже посмотрите. Вот тут такой термин, значит, у него тюркско-татарские языки. Это, получается, языки кыпчакской группы все-таки, я прав, да? Я думаю, да, что это он как раз подразумевал в первую очередь языки кыпчакской группы и, может быть, в некоторой степени и языки, контактирующие с кыпчакской группой. То есть, ну, мы знаем, что в XIX веке хакасский назывался, енисейскими татарами они назывались, само название, то есть материал сибирских языков в какой-то степени тоже учитывался, и я думаю, он подсознательно считал, что кроме генетической общности, как сейчас мы понимаем, существует еще и контактная общность, которая характеризуется общими процессами в морфонологии, в словоизменении, в общем, в грамматике. И часть языков, контактирующих с кыпчакскими языками, он, по-видимому, включал в эту подгруппу. Вот. Так что здесь я согласен с интерпретацией предложенной. Спасибо, Олег Алексеевич. Было очень интересно вас слушать. Действительно, доклад вашего выступления был интересным. Большое спасибо. Но мы сейчас продолжим нашу работу. У нас дальше по программе. Сейчас мне говорят, что Лимара Сергеевна с этой недели готова, и мы хотим ей предоставить слово. Крымский федеральный университет, кафедра крымско-татарской филологии, скорее всего. Так ведь?
Лимара Сергеевна, вы нас слышите? Лимара Сергеевна. Лимара Сергеевна, слышно? На группу всех поставим. Лимара Сергеевна. Алло. Лимара Сергеевна. Вот, конечно, хотелось бы услышать ее выступление. Лимара Сергеевна. Конечно. Картинка показывает, что она отвалилась. Отвалилась, да? Ну что ж, тогда... Да, может быть, надо как-то ей позвонить или что-то Так, ну такое. давайте, пусть пока позвонят, но мы сейчас хотим предоставить слово тогда... У меня нет телефона. Кто-нибудь, может, позвонит? Да, Лимара Сергеевна, связь пропадает. Опять пропала, Лимара Сергеевна. Лимара Сергеевна. Да, меня слышно? Слышим вас. Слышно, да? Она не связи в зуме. Вот, не связи. Она через... Ну, не в зуме, а вот в этой программе. По WhatsApp она хотела. По WhatsApp, может быть. А WhatsApp нормально. Лимара Сергеевна. Да, Лимара Сергеевна, слушаем вас. Не слышно, если поднести к микрофону? Слышно? Сейчас я слышу. Слышу хорошо. Лимара Сергеевна, слушаем вас. Все, она включилась. Ну что ж, что мы делаем? Пока продолжаем работу, да? Ну что, давайте тогда вот мы предоставим слово. Вот, значит, рукописное наследие Николая Константиновича Дмитриева в значительной своей части хранится в архиве РАН. Кроме того, документы хранятся также в научном архиве Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Сейчас мы послушаем заведующего этим архивом Луизу Митхатовну Иниатульну. Включайте микрофон. Внимание. Слушаем. Добрый день, уважаемый Лей Валеевич, Леша Лифулович. Спасибо за приглашение. Кратко хотела рассказать, какой у нас личный фонд Николая Константиновича Дмитриева имеется. В научный архив документы для создания фонда личного происхождения Николая Константиновича Дмитриева поступили в 1988 году. Труды ученого по башкирскому языкознанию, отчеты по экспедициям, научные труды башкирских языковедов поступили в 2 приема. Первая часть в количестве 7 дел была передана в 1988 году в составе документов Института истории языка и литературы. Вторая часть передавалась в 2004 году доктором филологических наук, членом-корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан, заведующим кафедрой Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Калмасом Магасумовичем Гариповым. Данная часть документов была ему передана вдовой Николая Константиновича. Среди документов самого Дмитриева имелись научные труды башкирских ученых, языковедов и фольклористов Закира Шакировича Шакирова, Тагира Гадановича Баишева, Габдуллы Сахибгареевича Амантаева. Фонду присвоен номер 94. Опись дел состоит из 3 разделов. Научные труды ученого по башкирскому языкознанию, отчеты по экспедициям и материалы других лиц. В первом разделе отложились документы, научные труды ученого, грамматика башкирского языка, статьи по изучению башкирского языка, стенограммы лекций по башкирской лингвистике. Во втором разделе сохранились отчеты о работе лингвистико-фольклорного подряда. В первом разделе я еще хотела отметить, какие там важные документы. Среди них особое место занимает рукопись и корректура его фундаментального труда «Грамматика башкирского языка», изданный в 1944 году в издательстве Академии СССР.
Работа является первой научной грамматикой в истории башкирского языкознания. Автор постарался здесь дать систематическое изложение фактов башкирского литературного языка на основе экспедиционных записей, фольклора, прессы, разговорного языка. Книга была переведена на башкирский язык и вышла в 1950 году в городе Уфе. Также в этом разделе имеется стенограмма лекции Дмитриева по башкирскому языкознанию, ранее хранящаяся в фонде номер 3 Института истории языка и литературы. Дело называется «Об очередных задачах в области башкирской лингвистики». Во втором разделе описи сохранились отчеты о работе лингвистики фольклорного подотряда Башкирской экспедиции Академии наук за 1928 год. Карта БАССР с обозначением лингвистических работ, диалектологические материалы, список материалов лингвистики фольклорного подотряда Башкирской экспедиции Академии наук СССР, рекомендуемые Николаем Константиновичем Дмитриевым к публикации. Сведения о работе экспедиции издавались в журналах, докладах Академии наук СССР, также в бюллетене Башкирского областного бюро краеведения. Полевая деятельность подотряда проводилась в Белорецком районе БССР. Подотряд разделился на 3 группы. В 2 группах руководил сам Дмитриев. В группу входили научные сотрудники Белялов, Шакиров и рекомендованные Башкирским научным обществом Давлетшин и Мирясов. Также с подотрядом сотрудничали Эмлер, работавший в Уфимском кантоне, Лебедев, изучавший смешанные татаро-башкирские говоры в районе Свердловска по личным заданиям, полученным от Дмитриева. Далее по отчету представляются фамилии по диалектологическому материалу, фольклору и лексике. Кто доставил информацию, количество листов этих документов, кто записывал, в каком объеме. Все это указано. В 3 разделе описи дел представляются материалы других лиц, башкирских языковедов. Например, краткий отчет Шакирова по изучению говоров и фольклора Аргыяшского кантона, составленный в 1929 году. Материалы экспедиции 1933-36 годов, обработанные Тагиром Галямовичем Баишевым. Все эти материалы на башкирском языке латинском шрифте. Проект резолюции Всебашкирской научной конференции по языку. Башкирские загадки, собранные Габдулой Амантаевым. Кубаиры о башкирских народных богатырях, собранные Мухаммадша Бурангуловым. В 1907-1917 годах в районах Башкирской АССР и Куйбышевской области. Песни о Салавате Юлаеве, записанные в 1929 году в районах республики. Речь Салавата Юлаева башкирскому войску взята из башкирских преданий. Статья Гарипова о неопубликованных трудах Дмитриева по башкироведению. В 2004 году по созданию личного фонда ученого-тюрколога Рамилей Мадиловной Сибагатовой проводилась большая работа. Она на все эти документы провела экспертизу ценности, систематизировала и составила опись дел. В ходе обработки документов были выявлены документы из фонда Института истории языка и литературы УИНСРАН, имеющие касание к этому фонду. Итого было обработано, систематизировано и упорядочено 19 дел. Фонд может пополниться новым составом документов, как сегодняшнее юбилейное мероприятие, и статьями о жизни и деятельности Николая Константиновича Дмитриева. Спасибо за внимание. Вопросы Спасибо. есть? Вопросов нет, спасибо. Ну, конечно, нужно будет в перспективе ознакомиться с этим архивом Дмитриева. Очень богатый архив, Да, очень очень богатый, объемный, богатый. Вот я с Анной Владимировной неделю назад про это говорил, она тоже заинтересовалась, даже предложила оцифровать этот архив, потому что этот архив должен быть в широком доступе. Вот. Далее, значит, я хочу предоставить слово, значит, кандидат филологических наук, заведующий научной библиотекой УФИСРАН Сибагатовой Рамиле Гюмадиловне. Ну что ж, давайте слушаем вас.
Микрофон есть. Добрый день. Здравствуйте, Владимир Валерьевич, Владимир Филиппович. Спасибо, что пригласили. Вот, как вы видите, презентация наша. Здесь уже показано то, что хранится в научном архиве Уфимского федерального исследовательского центра, также в библиотеке нашей, научной библиотеке. В основном, получается, тут книги. Списком дано у нас только статьи, это получается в журналах. Но мне сейчас хочется сказать о том, что мы в этом году начали работу по созданию коллекции именно научной труду Николая Константиновича Дмитриева в рукописном нашем в редком фонде. У нас собралось сейчас более 30 книг именно прижизненных изданий. Коллекция состоит из нескольких частей. В первую часть вошли оттиски его статей, изданные в разных журналах. Они были переданы в научную библиотеку в 1956 году Екатериной Александровной Дмитриевой. В этих оттисках прямо написано от ее рукой дар получается Е.А. Дмитриевой. Мы эти оттиски выделили из общего фонда. Данные статьи опубликованы с 1926 года по 1953 год в следующих журналах и сборниках: записки коллегии востоковедов при Азиатском музее АНСР, доклады Академии наук СССР, вопросы языкознания, труды Азербайджанского государственного университета имени Кирова, труды Московского института востоковедения и другие. А во вторую часть мы начали собирать именно его книги, прижизненные книги, и книги, которые Николай Константинович принимал участие в редакции или был рецензентом, автором в примечаниях или введении. Например, башкирские народные сказки, составленные и переведенные Бессоновым, было издано в Уфе в 1941 году под редакцией действительного члена географического общества профессора Николая Константиновича Дмитриева, и где автором являлся он предисловия и примечания. Также русско-башкирский словарь для начальных классов, составленный Каримовой 1942 года. Это, получается, военные издания, они тоже ценные эти. Категории глагольных видов в башкирском языке 1944 года под редакцией Дмитриева. Также мы сюда вошли его книгу «Грамматика башкирского языка» 1948 года, 276 страниц. Вопросы изучения хакасского языка и его диалектов, материалы для научной грамматики, соавторство Дмитриева Исхаковым, Института языкознания Академии наук СССР в 1954 году, 139 страниц. Также русско-башкирский словарь наш большой содержит около 40 тысяч слов, где составителями словаря Ахмеров, Казим Закирович, Баишев, Бекмурзин и другие наши ученые. Этот, получается, словарь был также под редакцией действительно члена академика наука и профессора Дмитриева 1948 года. Около 1000 страниц этой книги. Они все являются ценными изданиями сегодняшнего дня. И как в редком книге они особое место должны занимать. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Рахмат, большое спасибо. Было очень интересно. Мы дальше идем. Значит, как там с Крымом, с федеральным университетом? Не получается, да? Жалко, конечно. Вот было бы интересное выступление. Может быть, еще все изменится. Предоставляется слово Куланчину Айтугану Юмабаевичу, кандидату исторических наук, старшему преподавателю кафедры башкирской филологии и также руководителю Центра восточных языков Башкирского государственного педагогического университета имени Инакмуллы. Слушаем вас. Хайрлы күн, хөрмәтле Владимир Валерьевич, Филипп Шарифович, хөрмәтле тыңлаучылар, катнашучылар. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я представляю Башкирский государственный педагогический университет имени Инакмуллы. И в Центре восточных языков нашего университета хранится рукопись
Николая Константиновича Дмитриева «Башкирская грамматика на русском языке». Николай Константинович в 1945 году отправил эту рукопись в Уфу. И здесь мы видим расписку Ахнафа Харисова, где он указывает, что получил для перевода на башкирский язык профессора Н.К. Дмитриева, Николая Константиновича Дмитриева в количестве 345 страниц на машинке. И подпись Ахнафа Харисовича и дата 15 августа 1945 года. Что хотелось бы сказать, что наш Акмулинский университет является единственным вузом, где башкирский язык, где студенты всех направлений изучают башкирский язык в течение одного семестра. И как раз все наши занятия у этих студентов мы начинаем вот с биографии Николая Константиновича Дмитриева, а также всем студентам вот показываем вот эту книгу, что в 1945 году Николай Константинович Дмитриев заложил основу, так скажем, академической грамматики башкирского языка. И для нас, конечно же, вот эта рукопись, она очень ценна. И, как я уже говорил, среди вот этих студентов есть студенты из других регионов, которые первый раз изучают башкирский язык. Есть студенты из других стран. И они, конечно же, удивляются, вот, что первая академическая грамматика башкирского языка написана именно Николаем Константиновичем Дмитриевым в Москве. То есть представителем, так скажем, который не является представителем башкирского народа. Но что хочу сказать, что наш Акмулинский университет готовит учителей, которые также сами являются не представителем башкирского народа, но при этом изучают башкирский язык в научном плане. Вот недавно наш выпускник Вячеслав Чернев защитил докторскую диссертацию по башкирскому языку в Польше. Также наши студенты, например, Гейт Маргарита Вячеславовна у нас в Уфе преподает башкирский язык. Ильяс Сагенбек из Казахстана также в этом году стал лучшим преподавателем, учителем башкирского языка в городе Уфе. И что хочу сказать, что вот именно дело Николая Константиновича Дмитриева, факультет башкирской филологии Акмулинского университета продолжает, и Николай Константинович Дмитриев является образцом для нас и для наших студентов, для будущего поколения. Рахмат. Рахмат, большое спасибо. Вот для начала у нас был разговор с Цепином Гимабаевичем по поводу перевода, башкирского перевода, так ведь? Вот. Сейчас вот я вот видел, и мне показывал, значит, Мухаммед Валиевич Мурзабулатов, к сожалению, покойный, он был доцентом кафедры башкирской литературы и культуры. Он показывал, что у него есть вот эта машинопись в переплете, значит, подписана она еще Ахтамом Ибрагимовичем Харисовым и типа расписки. Такой документ. Я такой-то перевел, значит, столько страниц. Он всегда с собой носил в портфеле, показывал. Ну вот, я говорю, как это у вас можно приобрести? Он, конечно, уходил от ответа. Вот, скорее всего, у него дома хранится этот документ. Это как раз переплет, перевод, машинопись. Вот как-нибудь надо это найти. Может быть, надо будет подключить руководство вуза. У него это было, понимаете? Обратиться официально к семье. Но надо найти подходы. Скорее всего, супруга еще жива. Вот я узнаю, жива она или нет. Если жива, то надо обратиться к ней, как наследнику, наследнице Мухаммеду Ибрагимовичу Мурзабулатову и как-нибудь взять для работы, потому что она нужна. Эта книга нужна. Переплет этот, как раз перевод, он сам нужен. Очень интересный. Я вот видел. Тем более там и подписи Николая Константиновича Дмитриева, и подпись Ахнафа Ибрагимовича Харисова, его ученика, первого кандидата наук. Я думаю, это документ, это работа, труд займет достойное место у вас в Центре изучения языков. Это надо вопрос поднять. Вот есть это вот там, как попал этот перевод Мухаммеду Валиахметовичу. Я вспомнил, как попал, потом скажу. Память хорошая. Мы найдем это самое. Дальше продолжаем. У нас сейчас слово предоставляем. Вы, наверное, все знаете Фудора Шарифовича Богатого, кандидата филологических наук, доцента,
заведующего отделом редких книг и рукописей Национальной библиотеки Республики Башкортостан имени Ахмед Заки Валидиева, бывшей имени Надежды Крупской. Вот. Это храм книг, это центр культурно-просветительской работы. Вот у меня есть в архиве моей матушки есть большая фотография 60-го года. Это здание было построено в 60-м году, и всем тем, кто работал, вручили вот эту фотографию, большую формата А4. Вот это хранится. Вот надо как-нибудь копию вам надо дать. Это я к слову, потому что действительно... А вот еще скажу, что... Давайте выступим, потом скажу. Я когда захожу, Добрый день, уважаемые представители и Московской школы, Питерской школы, Крымской школы и уважаемые земляки. На самом деле Николай Константинович Дмитриев – это, наверное, феномен в российской отечественной тюркологии. И на самом деле он сделал огромное, то есть сделал такие ценные открытия в области тюркологии. И отделом рукописей и редких изданий мы подготовили выставку, в котором отражаются и прежние издания Николая Константиновича Дмитриева, а также труды его учеников. Они представлены здесь, в том числе вот книга Шехзада Бабича, о котором говорил Юлай Валеевич, и другие издания. И здесь необходимо сказать еще одну вещь. В Башкирском государственном университете, раньше он назывался до 1961 года Башкирский государственный педагогический, 1957 года Башкирский государственный педагогический институт имени Тимирязева, первым открылась аспирантура при кафедре башкирской литературы. Открыл его ранее названный ученый Закир Шакиров. И первыми аспирантами были два преподавателя из этой кафедры. И необходимо сказать, что открытию аспирантуры, скорее всего, содействовал и Николай Константинович Дмитриев, потому что, например, сам Закир Шакиров никак не мог выйти, например, в Москву и иметь, говоря современными словами, лобби. То есть в этой степени мы должны быть благодарны именно Николаю Константиновичу Дмитриеву. Если так посмотреть, например, половина наших ученых является именно представителями школы Дмитриева, а вторая половина – это школа Эдхама Рахимовича Тенишева. Вот у нас получается в республике две большие научные школы, и одна из них, наиболее, так скажем, крупная, это школа Николая Константиновича Дмитриева. И кроме того, Закир Шакиров долгие годы работал в области башкирской литературы, фольклора и культуры. Также сделал много, то есть плодотворно работал в области башкирской литературы и культуры. И на этом я хотел бы завершить свое выступление. Так, огромное спасибо, Ильич. Большое спасибо. Вот после изучения архива Николая Константиновича Дмитриева я пришел к такой мысли, что Николай Константинович воспринимал Башкортостан как свою малую родину. Действительно. Вот, это раз. Второй момент. Вот я перечислил сегодня всех его учеников и забыл про одну ученицу. Это Земфира Зариповна Загидуллина, старший преподаватель кафедры татарского языка и литературы Башкирского государственного университета. Вот. Заслуженный учитель школы Башкирской АСР. Она училась у Дмитриева, защищала дипломную работу по башкирскому языку, хотя она сама татарка, владела татарским языком. Это очень авторитетный педагог. Она ввела старотюркский язык, такой курс, прекрасно владела старотюркским языком. Это вдова известного нашего композитора Наримана Сабитова и мама двух прекрасных сыновей. Это Рустема Сабитова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Башкортостана, и его сын, другой его сын, вот я не знаю его имени, подзабыл, он является заведующим кафедрой архитектуры, долгие годы работает заведующим кафедрой архитектуры в Уфимском государственном техническом университете. Вот она скончалась 19 апреля 2019 года в возрасте 90 лет. Вот забыли, вы тоже вспомнили еще одну ученицу. Ну что ж, давайте мы продолжаем. У нас, значит, слово. Так, Ксения Александровна Верхова.
ответственный секретарь сборника международной научной конференции «Дмитриевские чтения», аспирант, переводчик кафедры тюркской филологии Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени Ломоносова. Также она является старшим преподавателем дипломатической академии МИД Российской Федерации. Ведет курс турецкого языка. Ксения Александровна, я вас вижу, кажется, это вы. Так ли? Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Юлай Валиевич, уважаемый Флюш Шарифулович, уважаемые коллеги. Очень рада вас всех видеть в такую знаменательную дату в том числе. Я так понимаю, мне сегодня выпала честь презентовать сборник «Тюркские языки и литературы в исторической перспективе», который вышел в 2022 году на кафедре тюркской филологии. Правда, презентация его несколько отложилась. Но прежде чем я перейду непосредственно к презентации самого сборника, самой коллективной монографии, я бы хотела сказать пару слов о том, что предшествовало появлению этой коллективной монографии. И это конференция, международная научная конференция, которая проводится у нас с 1993 года, каждый год стабильно в октябре. В прошлом году в силу обстоятельств пришлось перенести юбилейное 30-е заседание нашей конференции на апрель. Дмитриевские чтения. Инициатива организовать данную конференцию, каждый год проводить ее и таким образом отдавать честь основателю нашей кафедры тюркской филологии в 1943 году еще в составе восточного отделения филфака Московского государственного университета Николаю Константиновичу Дмитриеву принадлежит его одной из учениц, имя которой сегодня уже звучало, Эльвира Александровна Грунина. Именно ей во многом мы обязаны нашей общей тюркологической направленностью кафедры тюркской филологии, которая стояла под ударом после кончины Николая Константиновича, после нескольких радикальных изменений, которые происходили на кафедре в течение прошлого века. Однако Эльвире Александровне, к счастью, удалось отстоять многие дисциплины, которые на некоторое время были утеряны, к сожалению, введение в тюркологию, некоторые предметы по сравнительному изучению грамматики тюркских языков. Сейчас они, к счастью, снова преподаются в нашем университете, на нашей кафедре. И в этом году, кстати говоря, мы бы хотели поделиться радостной новостью. На филологическое отделение, на нашу кафедру тюркской филологии впервые за долгое время мы набрали 9 студентов. И это для нас большой прогресс. Это демонстрирует тот факт, что интерес студентов к тюркским языкам, к тюркским культурам, не только к турецкому языку и его прикладному изучению в каких-либо других сферах, например, в истории, в экономике, в политическом развитии современного мира, но и в фундаментальной филологической науке тоже присутствует и тоже процветает. Собственно, конференция у нас проводится традиционно в двух секциях: литературоведение и культурология, и лингвистика. Многие доклады, которые зачитываются на данной конференции, публикуются у нас в сборнике, который издается раз в 2 года, «Вопросы тюркской филологии», который, собственно, и подытоживает научные обсуждения, научную деятельность нашей конференции. В 2022 году было принято решение вывести произошедшее на новый уровень, вывести публикацию результатов деятельности нашей конференции на совершенно новый уровень в виде коллективной монографии. В этой коллективной монографии представлены статьи и работы научных специалистов очень широкого профиля, выдающихся тюркологов не только российских тюркологических центров, но и ближнего и дальнего зарубежья. Так, в данную монографию были включены статьи представителей Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Института востоковедения РАН, Института языкознания и славяноведения РАН, Института филологии Сибирского отделения Академии наук, Научно-исследовательского центра национальных проблем образования ФИРа РАН Хиггс, Института классического Востока и античности Высшей школы экономики,
дипломатической академии, также Казанского Приволжского федерального университета, Чувашского государственного института гуманитарных наук, Института стратегических исследований Республики Башкортостан, Национальной библиотеки имени Валиди, Ахмед Захи Валиди, собственно говоря, где мы с вами сейчас и находимся, Института гуманитарных исследований Саяно-Алтайской тюркологии Хакасского государственного университета имени Катанова, а также Анкарского государственного университета, университета Хаджет-Тепе, Эрджиесского государственного университета, Кипрского университета и других ведущих центров. Тот факт, что исследования охватывают широкий круг актуальных вопросов тюркской лингвистики, фонетики, лексикологии, морфологии, синтаксиса, а также сравнительно-исторических исследований в данной области и литературоведения средневековых и современных тюркских литератур открывает перспективы для дальнейшей научной деятельности, в частности, в области создания теоретических грамматик тюркских языков и трудов по истории тюркских литератур и фольклора в том числе. Во многом проблематика, которая здесь демонстрируется в данной монографии, перекликается с проблематикой конференции «Дмитриевские чтения». Нашу конференцию мы сейчас проводим в смешанном очно-заочном формате, что позволяет обеспечивать контакты между ведущими специалистами, последователями тюркологических традиций и заповедей Николая Константиновича Дмитриева по всему миру, не только в России и в Турции или странах СНГ. Также у нас регулярно участвуют специалисты из Будапештского университета, из Кипрского университета. Множество докладов посвящены именно той проблематике, на актуальность и необходимость освещения которой как раз указывал Николай Константинович Дмитриев в своих работах. То есть, например, это сопоставительный анализ языков не только внутри тюркской группы, но и в сравнении с финно-угорскими и славянскими языками. Вопросы преподавания национальных языков в Российской Федерации на территории СНГ. Вопросы морфологии и синтаксиса, сравнительно-исторического языкознания, исследования памятников, фольклористика и литературоведение современной Турции. Мы очень надеемся, что те исследования, то направление тюркологии, которое задал наш великий учитель Николай Константинович, будет продолжаться не только в рамках нашей конференции, не только путем издания наших сборников и коллективных монографий в дальнейшем. Впрочем, в этом году, надеюсь, нам тоже удастся в 2024 году издать новый сборник «Вопросы тюркской филологии», уже 14-й. Но также и что это будет привлекать внимание гораздо большего количества ученых, выдающихся деятелей тюркской лингвистики, тюркского литературоведения и находить продолжение не только в стенах Московского университета, но и по всей России и за рубежом. Большое спасибо за внимание. Вам большое спасибо, Ксения Александровна. Ксения Александровна, можно один вопрос? Да. Подождите, да? А мы можем привлекать нашу перспективную молодежь, которая еще не принимала участие в дмитриевских чтениях? Чаще всего на дмитриевских чтениях у нас принимают участие исследователи с рангом аспирант, докторант и выше, научные сотрудники, например. Но в целях исключения мы можем рассмотреть заявки и тезисы докладов, например, студентов и магистрантов. Нет, не студенты, у нас молодые кандидаты наук. Конечно, конечно, это в любом случае, обязательно. Подавайтесь, участвуйте, мы будем очень рады. Большое спасибо. Ну вот, если вы позволите, я еще покажу вот эти сборники, которые раньше были выпущены уже, как говорится. Вот вопрос тюркской филологии, выпуск 3. Это выпуск 3 97-го года. Я как раз принял участие в этих дмитриевских чтениях. Я тогда был стажером Института языкознания РАН, и Дмитрий Михайлович Насилов меня пригласил. И что интересно, тогда впервые-то я увидел и Петра Ивановича Кузнецова, совершенно покойного, и с Юрием Владимировичем Щекой познакомился. Юрий Владимирович Щека – это однокурсник Владимира Вольфовича Жириновского, один из его друзей. Вот. Это был очень талантливый курс. А третий друг – это Дмитрий Дмитриевич Васильев, тоже покойный, к сожалению.
Вот это заведующий отделом истории Востока. Вот этот сборник он мне дорог. Вот видите, вот здесь автографы всех тех, кто организовал эту конференцию тогда, в 1997 году. Вот Насилова, Галина Федоровна, Грунина Эльвира Александровна, Пронина, Щека и так далее. Вот я покажу. Вот этот сборник посвящен столетию Эрвана Владимировича Севартяна. Тоже вот выпущен кафедрой. Сборники очень авторитетные, востребованные, являются уже библиографической редкостью, потому что все новые идеи, касающиеся тюркологии, тюркской филологии, они как раз здесь и отражены. А по традиции сперва публикуются тезисы программы, вот, товарищи, смотрите, а уже в следующем году выходит сборник. Вот сборник 2020 года, вопрос тюркской филологии, выпуск 13. В общем и целом, это очень авторитетная конференция, которая собирает всех тех, кто интересуется проблемой тюркской филологии. Но самое главное – общение, так ведь? Конечно. Общение, встречи с друзьями, с коллегами. Вот это важно. Ну, дай Бог им всем здоровья. Бог даст, и эта конференция в этом году тоже пройдет на самом высоком уровне. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Передайте привет всем нашим коллегам. Мы их любим, уважаем. Обязательно. Ждем вас с нетерпением. Обязательно приедем в этом году обязательно. Потому что в этом году юбилей нашего Николая Константиновича Дмитриева, нужно обязательно сделать доклад по теме Дмитриев и Башкортостан. Обязательно. Спасибо. Ну что ж, давайте мы продолжим. У нас что по программе дальше? Ну, мы завершаем. У нас с Лимарой Сергеевной не получилось, уважаемые товарищи. Ну вот что скажу. Первое, хотел бы поблагодарить всех участников нашего круглого стола. Здесь собрались люди, которые любят тюркологию, любят наш язык, нашу культуру. Перспектива такая, что такие круглые столы должны стать традиционными. У нас еще в следующем году юбилеи. И в этом году у нас юбилей, скажем, Алмаз Магасовичу Гарипу исполнилось 95 лет. Нагиму Хашгалевичу Чешватову, тоже ученику Дмитриева, будет 95 лет исполняется. Гали Галич Сейдбатау в декабре будет 95 лет. Тоже ученик нашего великого Николая Константиновича Дмитриева. В общем и целом жизнь продолжается. Вот я бы хотел услышать, какие будут предложения по поводу того, чтобы как-то, значит, отметить этот юбилей. Все-таки давно мы не публиковали, в Башкортостане не публиковали труды Николая Константиновича Дмитриева. И я думаю, что пришло опубликовать академическую грамматику значит, башкирского языка с комментариями, с научными комментариями издательства «Китаб». Как этот вопрос можно решить, конечно, надо продумать. Я думаю, что правительство в лице, значит, и господина Назарова, и руководство республики Ради Фарис Хабир, я думаю, не откажет. Просто нужно очень хорошо этот вопрос, очень хорошо и тонко проработать, составить соответствующий документ, аргументировать и отправить на их имя. Вот тогда, я думаю, деньги найдут. Ну, скажем, это же не такие большие деньги. Хотя бы если бы опубликовать 1000 экземпляров грамматики башкирского языка, это уже будет большой успех. Но если есть деньги, нужно будет и со временем опубликовать и башкирский вариант этой работы. Потому что в них нуждаются наши учителя, в них нуждаются и наши студенты, вот, которые обучаются на специальных отделениях. Я думаю, это тоже будет правильным. Еще кто что скажет, какие будут пожелания? У меня тоже такое предложение. Наш уважаемый профессор Благова о своем статье как раз поднимала вопрос, чтобы издать полное собрание сочинений Николая Константиновича Дмитриева. На самом деле, вот у нас в республике этот опыт имеется. Ученики Тхамира Ахмедовича Тенишева издали его полное собрание сочинений. В четвертом томе уже, 3 тома уже было издано, но на самом деле есть здесь уже опыт. На самом деле через 5 лет Аллаха уже мы будем праздновать и 130-летие со дня рождения нашего выдающегося тюрколога. У нас есть 5 лет времени, может за это время подготовить именно полное собрание трудов Николая Константиновича Дмитриева. Тем более в основная часть находится в архиве РАН, а некоторые труды находятся у нас в республике.
То есть совместно с нашими московскими учеными могли бы организовать именно вот подготовку к изданию собраний трудов Николая Константиновича Дмитриева. Ну, тогда это будет совместный проект с Российской Академией Наук, прежде всего с Институтом языкознания РАН. Вот вы сегодня видели, слушали выступление Анны Владимировны Дубова, Олега Алексеевича Мудрака. Действительно, выступления были очень глубокие. Это глубокие выступления, у них специальное образование. Вот если мы просто филологи, они еще окончили теоретико-прикладное отделение Московского государственного университета, дают прекрасное образование. Думаю, работать нам с ними будет одна радость, и это будет правильно. Вот. В одно время вы выпустили все тома, значит, Кузеева, Релю Мирыча. Конечно, это было благо дело, но комментариев на отчество не было. Вот это, конечно, немножко было не то. Я думаю, что должны быть еще и комментарии. Очень хороший комментарий, тогда цены этим трудам вообще не будет. Это бесценно будет работа, понимаете? Если еще хороший комментарий на академическом уровне, это уже совершенно другой труд. Спасибо за внимание всем, спасибо за участие. Хотел бы поблагодарить исполняющего обязанности директора библиотеки Ибрагима Азата Общества Ахметовича за предоставленную возможность, благодарить Федора Шерифуловича Сибагатова и поблагодарить всех тех, кто помог провести этот круглый стол. Поблагодарить участников этого круглого стола. Дурахмат Хаублат, Кильхас Рашхат.